1913 году на средства купца Асадулаева. Он был не купец, он был нефтепромышленник, но он не был подданным российскому государству. Поэтому у него случился определенный кризис. Ему за одну сделку, которую он провел неправильно, не заплатили, и он попал в очень большую финансовую яму. Здесь в Москве собралась татарская общественность, подошла и поехала делегация в Петербург. Там его отстояли. Он получил свои деньги обратно. После этого в знак благодарности он построил вот эту школу буквой Г. По новым технологиям, которые в то время были самые передовые. Если вы обратите внимание, очень большие окна, светлые классы. И через год, для того, чтобы было очень модно, это делать доходные дома. Для того, чтобы на деньги не тратить на содержание школы, он построил вот эту часть. И вот эта часть называется уже вот это домом Асадулаева. К сожалению, насколько нам известно, в общем-то, нету данных, что Габдулла Тукай, когда ехал в Петербург, заехал в этот дом или нет. Мы этого не знаем. Таких зеркал было 4 в культурно-татарском центре, когда это в 1913 году приехали. Якобы их привезли на санях. Это у нас Хусейн Панамарш рассказывает об этом. И привезли на санях, оттуда осталось только одно. Дом в постановлении Ленина был отдан татарской московской общине. Да, ее зовут Гульшан. Она говорит, у меня сын меценат. Я, говорю, готова отремонтировать комнату. Она пришла, ей показали. Она посмотрела, позвала сына, говорит, Эмир, сделай весь этаж. С 1941 года здесь работал даже Муса Джалиль. Именно здесь, в этом доме, начинались все театралы. Начинались, как состоялись. Они именно репетировали здесь, и они приехали в Казань. Обратите внимание, вот это все было залеплено. Что нам вменяли в суду, чтобы было понятно. Вот, чтобы зала этого не было, зеркала не было, стенда не было. Здесь был спортзал.